29 августа на стадионе Труд состоялся турнир 15-го юбилейного фестиваля детского дворового футбола «Митрошка». В этом году за главный приз поборолись 8 команд младшей и старших возрастных групп. Данный турнир проводится у нас в городе второй год подряд, и дети с огромным удовольствием принимают участие в данных спортивных состязаниях. В этом году у нас уже второй раз группа компании «Метро» проводит свой турнир «Митрошка», так называемый «Митрошка 2016». В том году у нас участвовало 12 команд, в этом году немножко поменьше, 8 команд всего. В этом году вот эти 8 команд у нас разделены на две группы. Старшая группа – это 2003-2004 год, и младшая группа – это 2005-2006 год рождения. Значит, все мы будем играть по круговой системе, каждый с каждым. В результате игр мы определим победителя, и на финал команда-победитель в каждой возрастной группе поедет в город Челябинск. Фестиваль «Митрошка» начал свою историю в 2002 году. Задача турнира вот уже 15 лет остается неизменной. Популяризация футбола среди детей, массовое привлечение школьников к занятию спорта, оздоровление подрастающего поколения. У фестиваля есть свой гимн, флаг и вся необходимая футбольная атрибутика. Важный отличительный момент соревнований – все дети получают в подарок игровые майки с логотипами партнеров. Девиз данного мероприятия – «Зарядись энергией перед школой». В прошлом 2015 году в фестивале принимали участие 14 городов Челябинской области и Башкирии. Всего 196 команд, что составляет более 2000 юных футболистов. В 2016 году «Митрошка» отмечает 15-летие. Фестиваль проходит уже в 16 городах, в том числе и в нашем городе Сибай. Чемпионы и призеры определяют в двух возрастных группах – младшие от 10 до 11 и старшие от 12 до 13 лет. Пройдя городской этап соревнований, победители отправляются на главный турнир «Суперкубок Митрошки», который пройдет в Челябинске в начале сентября. Там лучшие команды всех городов-участников разыгрывают звание чемпиона Митрошки в своих возрастных категориях. Митрошка – это вызов для юных футболистов. Профессиональным командам, успевшим одержать не одну громкую победу, будут противостоять спортсмены-любители. Каждый год между ними разворачивается упорная борьба. Первые стремятся подтвердить свое мастерство, вторые доказать, что дворовые футболисты умеют играть не хуже профессионалов. В результате все участники получают мощную поддержку и серьезный стимул добиваться успехов. Возможно, опыт, полученный от участия на «Митрошке», поможет кому-нибудь из юных спортсменов стать профессиональным футболистом. Алик Кадыров, Азамат Галин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.